Джек приехал. Что с ним? Он слышит меня? Да, слышит. Но не все понимает. Тяжелая контузия. Памяти у него нет. А так здоров. Ты не удивляйся, что борода у него. Когда в госпитале первый раз побрить хотели, не дался, ожоги были. Ну и решили так оставить. Он и привык к бороде. Держи, сестра. Тут его бумаги. Ему полный покой нужен. Ему даже музыку слушать нельзя. У него страшные головные боли начинаются. Прости, сестра, побегу я. Мне еще 2 раненых солдатиков до Красноморска проводить нужно. А теперь скажи, как тебя зовут? Туркмен. Это тебя так в госпитале звали. А у тебя есть имя. Тебя зовут Хештег. Хештег Баши. И у меня есть имя. Меня зовут Патма. Твоя Патма. Свет.
мой муж. А я твоя жена, Патма. Ну-ка скажи, как тебя зовут? Нет, я Патма. Патма я. А ты Хештег. Ты мой муж, Хештег. Хештег Бахши. Ты живой, Хештег Джад. И ты дома. А это наша роща. Ты помнишь, Хештег Джад? Здесь. Здесь рядом наш аул, наши дети. Они ждут тебя. Все ждут. Весь аул ждет. Пойдем. Пойдем. Аул. Хештег Джад. Ты что сказал? Ты вспомнил. Хештег. Да-да. Так тебя зовут. Это твое имя. Ты вспомнил, Хештег. Акмураджан, иди сюда, садись. Ну вот, слушайте. Пока семечко нашу воду выпьет, глядишь, и дождик соберется, и опять наш кувшинчик наполнит. Когда-то вот так же Баба Гамбар напоил крылатых коней, и от них родились наши скакуны-алтикинцы. А кто такой Баба Гамбар? Это, милый, будет уже другая сказка. А про что она? Про войну? И про войну тоже. А как же иначе? Ведь враги хотели отнять у нас чистокровных коней, отнять у нас с тобой наши песни. Но мы не дали им этого. Явился к нам тогда Баба Гамбар. Он увел с собой наших чистокровных коней, не дал врагам ни наших песен, ни наших девушек-красавиц. Он увел коней в пески и напоил их из таких вот кувшинчиков дождевой водой, и так уберег наших ахалтекинцев. Ну, а когда окончилась война, посадил в песках тутовое дерево и сделал из него дутар. А где сейчас Баба Гамбар? Как где? Известно, на войне. Когда война, он всегда на войне, потому что он герой, наш защитник. Ой, вода кончилась, я сейчас.
Хэштег Джан. Это ты. Хэштег Джан, ты вернулся, ты живой. Хэштег Джан. Да расскажи же ты про сына. Ты же с ним. Замана Джан, не надо, не сейчас. Не надо, он устал, потом. Ну, дай, хоть я тебя поцелую. Хэштег Джан. Нурджан мой, значит, тоже скоро вернется. Верблюжоночек мой прискачет. Сколько уж я его не видела. Здоров ли, болен. Ты же знаешь, он с тобой был. А, как он там, мой сыночек, что же он не пишет? Совсем меня забыл, старую. Жив ли он, мой Нурджан? Ой, что я такое говорю, отсохни мой язык. Конечно, жив, конечно, живой. А что не пишет мне, так это понятно. Когда ему? Какие там письма в таком-то огне? Замана Джан. Когда же она кончится, эта проклятая война? Мы пойдем. Пошли, Хэштег. Пойдем. Пойдем. А я семечко не положила. А воду уже долила. Ну да, и ждала, что арбуз вырастет. Вот так-то, дети, не слышит нас Баба Гамбар. Если бы услышал, подал бы он мне весть о моем сыне. Так это же Хэштег Ага. Нет, сынок, это Баба Гамбар. Каждый воин, кто теперь защищает нас, Баба Гамбар, каждый герой наш. Но раз он молчит, значит, у него большая беда. Вот и Нурджан мой молчит, но это не навсегда. А живет еще голос Баба Гамбара, и с ним его песня обязательно так будет. Вот радость-то. Живой вернулся. И не похоже, что с войны. Руки, ноги целы. Джан, перестань. Хэштег Джан, рады тебя видеть. С благополучным возвращением тебя, сынок. Папа приехал. Смотрите, дети, это ваш папа. Папа? Не бойтесь, маленький, не бойтесь. Ну уже, не надо. Ваш папа добрый, хороший. Они знают все твои фотографии. Они ждали тебя. Только стесняются. Хэштег, подойди сам. Это овес. А это Суна. Ты не узнал их? Конечно. Овес был маленький, а Суна и вовсе не было. Мы только ждали ее.
Это сонат. Не мой это отец. Это не мой отец. Я его не знаю. Врач сказал, что ему даже музыку слушать нельзя. Это почему? Никогда еще хорошая музыка никому не вредила. А для него это, может, лучшее лечение. У него от музыки боли в голове. У музыканта? Да разве может быть такое? Тут что-то не так. Так врач сказал. Да ты его не поняла. Я помню тот день, когда отец Хештекер, в то время известный в народе Давлет Бахши, положил перед малышом свой прославленный дутар и сказал ему: «Твой отец уже стар. Надо тебе занять мое место музыканта. Будь с народом в его горе и радости». Много с тех лет утекло воды в Мургаве, но пока еще нет музыканта, который мог бы затмить тебя, Хештег Бахши. Хештег, ты, возможно, того своего возраста и не помнишь. Но тогда ты храбро взял отцовский дутар, хотя сам был не больше того дутара. Ну, а если считаешь, что уже пришло время играть твоему сыну, тогда другое дело. Когда ты Овесджан, бери славный дутар деда и отца и сыграй нам как можешь и что можешь.
Хештег-Жан. Ну вот. Так. Давай клеить. Прости меня, Хештег-Жан. Прости. Мне так хотелось вернуть ему жизнь. Хештег. Хештег. Ты куда? Хештег. Куда ты? Хештег. Скажи, что тебе, если что надо, я сама тебе принесу. Хештег-Жан. Коня-то нашего на войну забрали. Тогда ведь всех лошадей забирали. Одна кобыла в ауле осталась. На ней председатель. Ты вспомнил, Хештег-Жан, вспомнил. Даже я забыла. А ты вспомнил. Падма. Да-да. Да, я Падма. Ты вспомнил меня, милый. Вспомнил. Я думала, ты совсем забыла меня. Было мне тяжело. Спасибо, родной. Спасибо, вспомнил. Хештег? Хештег-Баш. Хештег-Жан. Аю! Хештег-Баш. Замана Джер. Радуйтесь с нами. Хештег выздоровел. К нему память пришла. Он все вспомнил. Какое выздоровел? Дутар хочет сделать. Он ночью сам нашел инструменты, которые, уходя на фронт, спрятал в сарае. И я забыла. А он вспомнил. Он все вспомнил. Он
радоваться нужно, что беда от твоего дома отступила, а ты плачешь. Радуйся, дочка, счастье-то какое муж выздоровел. Да-да, Заманаджи. Я так счастлива. Хэштег Бахши взялся за свое дело. Теперь позабудет он всякую беду. Начнет дутар мастерить себе. Это же такой добрый знак. Выходит, не забыл нас, вернулся в наш аул покровитель песен. Ой, Фатма, я сейчас заговорилась, забыла совсем. Хэштег, Джан, хэштег. Мне сын писал, карточку свою прислал, когда вы с ним вместе на одном аэроплане летали. Так, может, вспомнишь, где вы с ним расстались? Расскажи, дорогой, все расскажи, не молчи, сын ведь он мне. Что ты улыбаешься, Хэштег, Джан? Ты что, узнал моего Нурджана? Вспомнил. Теперь скажи, где он? Где он, мой сыночек? Ну, еще раз посмотри, вспомни. Скажи, хоть здоров он? Не мучь ты меня, скажи, как он, мой Нурджан? Это там. Там, на войне. Далеко. Да. Глубоко. О. Я не могу достать. Не найти. Глубоко. Пожалуйста, говори, не молчи ты. Хэштег, он сейчас не может. Ты потом, ты после расскажешь. А сейчас пойдем, ты отдохни, ты устал, тебе надо прилечь. Пойдем, Хэштег, пойдем.
принесу. Спасибо. Иди, Сережечек, иди. Возьми у девочек. Вот ты какое стало. Все соки твои перешли к детям, а ты совсем сухое. Ну что ж, так всегда бывает. Зато какого молодца вырастила. Акмураджан, Айгозель, идите сюда. Помните, какой мы весной семечко сажали и что из него получилось? Это я сажал. Я помню это место. Это мой арбуз. А вот и нет, Акмурат. Это мое семечко. Это я его сажала, а вовсе не ты. Не спорьте, дети, вы оба хорошо потрудились. А чей арбуз, не важно. Лишь бы он был спелым и сладким. За это вам люди спасибо скажут. Вон у вас какой урожай. Ой, а вот и Уразджанов здесь. Надо ему помочь. Салам алейкум, товарища! Извини меня! Председатель задержал. Барамы Нурибалевски пришли, на фронт идут. Рейс на станцию везти надо. Ну, тогда я побегу. Некогда мне. А? Мне нужно сыну на фронт весть подать. Может, Байрам и Нуры там его встретят. Ты тут сам без меня управишься. Да ты успеешь, успеешь. Нет, Я же их нет. повезу. Нет. Подожди, на Орде поедем. Я быстрее. Салам алейкум, Залим. Салам алейкум, Джамиль. Салам. Я не ошиблась, это дом Фиштека? Да-да. Значит, верно мне указали. Сиди, сиди. Я к тебе ненадолго. И в мой дом пришла такая же радость. Сын с фронта возвращается, будет большой той. Только какой же праздник без музыки? Упроси своего мужа, чтобы пришел, поиграл на дутаре, порадовал гостей. Боюсь, огорчу вас. Болен мой муж. Очень болен. Нельзя ему играть. От музыки ему становится еще хуже. Я издалека не знала. Я понимаю. Ты извини. Люди сказали, хороший бахши ей приехала. Не теряй надежды, милая. Время лучший лекарь. Если может понемногу работать, значит выздоровеет, отпустит его болезнь. Подожди, будет музыка и в твоем доме. Не падай духом, родная. Все будет хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Ну, как там наш солдат? Спасибо, лучше ему. Вот уже пришли на то его звать. Да я отказала. Ну и правильно сделали. Рано ему еще музыкой-то заниматься. Я тоже так думаю. Пойдемте. Пожалуйста, доктор. Музыка – это эмоциональная нагрузка, а ему надо избегать лишних волнений. Так что правильно сделали.
хорошо играл. Хештег-Джан, твои руки помнят музыку. Я помню, вот так же твои пальцы бегали, когда ты играл шадели. Ты что, не спишь? А я вот думаю, почему он не играет? Что я еще тут не сделал? Руки чего-то ищут. А что ищут, не знаю. Хештег-Джан. Хештег. Кольца надо сделать. Погоди. На браслет. Возьми и нарежь кольца. Я так рада. Твои руки помнят. Ты снова будешь играть. Детки. Ну, заходите, что же встали? Заманаджи, а мы пойдем собирать Игде для свадьбы Нурджана? Обязательно пойдем, как и уговорились. Вот, глядите, что у меня есть. Когда-то сама носила. Теперь невестке Нурджан подарю. Красиво, правда? Тебе нравится, Гулека? Очень. Заманаджи, а невеста Нурджана есть? Неужели не сказала? Ай-яй-яй. Приглядела я в соседнем ауле невесту для него. Такая статная да красивая, что прямо залюбуешься. Зовут ее Акча. Высокая, как раз будет под стать моему Нурджану. Нурджан, это он? Можно посмотреть? Посмотри, сынок, посмотри на него. С ним тут дядя Хештег рядом. Тут о них и рассказ есть. Почитай. Ой, что же мы сидим. Пока мы тут разговариваем, в роще всю ягоду обкисут. А мне хочется увидеть невесту Нурджана. Ты хочешь ее увидеть? Ну что ж, пойдем, но не сегодня. Вот здесь она и живет, невеста Нурджана. Вы пока тут подождите меня, напоите ослика, на вот, держи. А я зайду в дом ненадолго, только вы никуда не уходите. Я скоро вернусь. А мы тоже хотим невесту посмотреть. Я потом позову вас, позову. Мы завтра отсылаем подарки для фронта. Смотри, Акча, не забудь. Не забуду. Акча, а мы тебя сватать приехали. Что? Повтори, что ты сказал, глупыш. Я не глупыш, я внук Сафа Рага, председателя колхоза, красный партизан. Вот. Ишь ты, какой важный. Так зачем ты приехал? Я же сказал, сватать за Нурджана. А кто такой Нурджан? Нурджана не знаешь? Ты что толкаешься? Она Нурджана не знает. Тоже мне невеста называется. Нурджан герой, летчик. Его вся Туркмения знает. А вот идет Замана-Дже, мама Нурджана. Замана-Дже, вот она, невеста вашего сына. Акча, постой, ты куда? Мы же тебя сосватали. Я первым заговорил, а ты мне мешала. Я мешала? Ты сам же все испортил. Стала я упрекать, что она не знает Нурджана, а она, может, и правду не знает. Ничего, ничего, не ссорьтесь.
Я с ее родителями поговорила, они такие славные люди. А у хороших родителей дети хорошие. Так что нужно готовиться к свадьбе. А то сын с войны вернется, а у нас ничего не готово. Ну-ка, помогите мне. Вот так. Поехали, поехали. Ой-ой-ой-ой, вот старая. На радостях Урджун у них в доме забыла. А ну бегите, он там, у порога лежит. Да живей, живей! Вот, мать, дожили мы с тобой. Дочку нашу уже сватают. Жених такой хороший, что лучше не надо. Жаль, только не породнимся мы с ним. Погиб Нурджан. Геройски погиб сын Заманы-Дже. Эх, Заманы-Дже, у кого язык повернется сказать ей правду? И как ей поверить в это? Единственный он у нее. Она всегда его будет ждать. Мы с тобой взяли двойной грех на душу, старуху обманули и сосватали свою единственную дочь за покойника. Разве такое простится? Нет, все было по совести. Душой не кривили. А что я скрыл от нее правду, так это только от того, что такое горе может ее тут же и убить. А так она еще поживет. Не казнись. Иначе она тут бы и свалилась. Что делать? Война. И дочери не говори. Не надо. Не расстраивайся, все пройдет. О, смотри. Она Урджун свой оставила. Ну-ка догони ее. Верни ей. Она еще недалеко ушла. Надеюсь на тебя, Сапарага. Не подведи. Будьте покойны, все сделаем. До свидания. Эй, что тебе надо? Отойди от коня. Так я жду от тебя сводку, Сапарага. Кто это? Кто? Бакиев. Из райцентра приезжал. Всех коней забрали для фронта. А Сокола он все-таки сумел оставить. Может, это и хорошо, иначе ты не увидел своего коня. А так он все-таки уцелел. Салам, Рахман. Валейкум ассалам, председатель. Слышал, Сапар?
Вся территория Советского Союза освобождена от врага. Но если так пойдет, скоро в Берлине будет. Похоже, конец войне. Похоже. А как там у нас на нашем трудовом? У меня порядок. 10 плугов готовы. 6 отремонтировал, 4 новых сделал. Спасибо, Рахман. И молодцу твоему спасибо. Хорошо поработали. Но этого мало. Немало. Как раз. Верблюдов у нас сколько? 8. Ты же свою гнедую не запряжешь, а запряжешь, так испортишь. Эта красавица, конечно, не под ермо. Но сделай еще десяток летних. Для чего еще десяток? Ослов запряжем. У людей попросим. Надеюсь, не откажут. А надо будет, и голубку отдам. Осла, сказано, зовут на работу. А хорошего коня только на той. Испортишь голубку работы, и потомства не дождешься. А зачем тебе это? Мы ведь так породу Ашалтекинскую изведем. Нам этого не простят. Земля-то она еще и не такое стерпит. А лошадь нет. Ей уход нужен. Уход нужен умный. А где ты возьмешь знатока? А забыл нашего Бакши? Если бы был прежний Бакши, так и разговоров никакого не было. Ну, прежний, не прежний, кто знает. Держи огонь. На-ка, вот возьми. Ну, пока, Рахман, я еще заеду. Доброго здоровья, председатель. Да, да. Эй, ребята, так ягоду не собирают. Если вы будете лупить по веткам палками, то на будущий год и листьев не будет. Дедушка! Дедушка, мы тебя всю ночь ждали, а утром ты рано ушел. Дедушка, у нас военная тайна. Ага, Мы хотим тебе рассказать. Ты никому не скажешь? никому. Честно? Честно. Дедушка, мы вчера ходили сватать Нурджану невесту в соседний аул, а ее родители сказали, что Нурджан погиб. Это правда? Если это правда, то почему никто не сказал за нами Джек? Почему, дедушка? Она ждет, невесту ищет. Вот мы ягоды собираем на свадьбу Нурджана. А ей никто не говорит. Почему, дедушка? Может, и наш папа погиб, а нам говорят, что он живой? Мало ли чего говорят. Вон Фиштек. Сколько от него не было вестей, а пришел же. Твой отец живой, не сомневайся. Надо верить, нельзя теперь без этого. Фиштек Бакши, ты здесь? Нравится тебе моя голубка? Ты всегда любил и понимал коней, а они тебя. Слушай, может, возьмешь над ней шерсть? Никому не отдам. А в твои руки бери, только без седла и уздечки. Старики говорят, отдай коня без седла и уздечки, и тогда он приживется у другого хозяина. Так что извини. Подожди, мы еще ее с твоим соколом сведем. Славное будет потомство. Ой.
узнал ты будто нашего раза? Пошел. Ведь ты не узнал меня? Значит, так часто ходишь. Совсем забыл старуху, так тебе и надо. Работы много за менеджер. На фронт не берут. Значит, надо трудиться и за тех, кто на войне. Вот дров вам привез. Где разгружать? У сарайчика. А? У сарайчика. Стой. Спасибо тебе, Уразджан. Сейчас я тебя угощу, погоди, сейчас. Эй, куда же ты? И не стыдно прийти и зайти в дом, хлеба соли не отведать. Да тороплюсь я! Еще в 2 дома нужно дрова завести. И слушать ничего не хочу, уважать надо обычай, заходи. На вот, пей. И лепешки отведай. А? Лепешку, говорю, ешь из новой пшеницы, только ты стекла, еще Спасибо, товарищ. Я не голоден. Угощайся. Молчит. Не скажет ничего мой Нурджан, хоть бы словечко. Хоть бы весточку одну о себе подал. Пожалел бы ты, мой сыночек, мое материнское сердце. Кого мне еще о тебе спрашивать? Никто про тебя ничего не говорит. Мне тут же должны сообщить, если что. Мать ведь я его на свет родила. Матери должны написать, если что с ее сыном случится. Как думаешь, Ораз? Если он сам написать не может, так другие люди должны. Не убивайтесь вы так за Манаджи. Я вот что вам скажу. Ну что? Я опять прошусь на фронт. Если меня возьмут, я все узнаю. Большое тебе спасибо. Только не нужно бросать нас. Ты же всю тяжелую работу в колхозе делаешь. Как же мы тут справимся без тебя? Ты такой работящий, ты наша опора. Да не могу я тут в тылу сидеть. Стыдно мне. Сколько парней на фронте гибнет. А я сижу здесь, глухой урод. Никому не нужен. Зачем живу? Сам не знаю. Сирота, как есть сирота. Всех кто-то ждет. Родные матери, невесты, дети. Ах, Уразджан. Я должен воевать за всех. Если я и пропаду там на войне, никто не заплачет. И как не стыдно так говорить, Уразджан. Как это у тебя никого нет? А кто ж мы? Чужие тебе люди, выходит так? Мы все любим тебя как сына, как своего родного брата. И хоть с детства нет у тебя отца с матерью, никакой ты не сирота. Простите, Заманыч. Я пойду. Всего тебе хорошего, сынок. Иди. Говорит Москва. От Советского информбюро. Оперативная сводка
Сводка за 20 октября 1944 года. В течение 20 октября в Северной Трансильвании наши войска вели наступательные бои, в ходе которых овладели населенными пунктами Бернези-де-Сус, Рошиоль, Ериште, Килия, Соконзел, Орный, Подон. Войска 2-го Украинского фронта продолжали наступление. 20 октября в результате обходного маневра конницы и танковых соединений в сочетании с фронтальной атакой Вот. штурмом овладели Я Луку привел. промышленным центром Венгрии, городом Дебрецен. Хорошо. Важным узлом коммуникаций, Сокол тут недалеко. Пошли. опорным пунктом обороны противника. Западнее и южнее югославского города Суботица наши войска... Выше поднимай. Сюда. Сейчас зайдет Заман Джек и скажет: спасибо, мои хорошие. Дай Бог Акмураджану белолицую красавицу в жены, а тебя я горжусь красивого жениха. Нужен он мне. Я и без жениха буду ей помогать всю жизнь. Если Нурджан погиб, кто ей теперь будет помогать? Василий голова, что ты так кричишь? Вдруг Заман Джек услышит? А вы и вправду молодцы, сколько ягод собрали, да какие крупные. Ну-ка, давайте их сюда. Вот так. Теперь хватит на свадьбу целых 3 мешка. Только бы кончилась скорее эта война. Может, это дедушка ваш сказал, что больше нет моего Нурджана, а? Заманаджи! Что с вами, Заманаджи? Заманаджи! Патма! Ай, Патма! Папа, мама пошла к Заманаджи, обед ей понесла. А ты меня сразу узнала? А? Так я тебе больше нравлюсь, а? Угу. Ну, раз ты такая умница, тогда посмотри, доченька, чего тут не хватает. Не знаю. Ну, посмотри внимательно, посмотри. Папа, где струнные? Молодец, молодец. Заманаджи. Видишь ты, Джан, как себя чувствует. Дутар хороший сделал. Руки все помнят. А вот голова сделает что-нибудь, потом спрашивает, чего тут не хватает. Я показываю. Но он не все забыл. О, беда, беда. Кое-что помнит. И даже хорошо. Но только не войну. А о Нурджане он так и не вспомнил.
Не помнит он вашего сына. Ни разу о нем не вспомнил. Коня своего вспомнил. Голубку к своему соколу в район водил. Теперь вот жеребенок будет. Это к добру, дочка. Значит, скоро и Баба-Гамбар к нам вернется. Он ведь и песни, и лошадей любит. Скорее бы он вернулся. Ребята, дайте воды напиться. Дядя, а вы с фронта? Ну, конечно. Не видно, что ли? Видно. А вы нашего Нурджана не видели? Какого Нурджана? Из Туркменистана, из Казахстана, из Узбекистана. Там в каждом ауле по 3 Нурджана. А вам какой Нурджан нужен? Нам нужен Нурджан-летчик из нашего аула, сын Заман-Аджи. Это ваша бабушка, да? А что с ее сыном? Что? Говорят, его убили, но Заман-Аджи ничего не знает. Люди говорят. А сама Заман-Аджи где? Дома, только она болеет. Болеет? Ну ничего. Хорошая весть лучше доктора. Будьте здоровы, дети. Ничего, наберись терпения, Акбай. Придет скоро твой хозяин. Теперь уже недолго нам его ждать. На лето обязательно вернется. Вот и радио говорит, скоро конец войне. Значит, скоро. Ой, пошел. Пошел отсюда. Не трогай. Назад. Вернись. Вернись, Акбай. Пошел отсюда, пошел. Это дом Заман-Аджи? Да, сынок. Это я, Заман. Заходи в дом. Радуйся, мать. Счастье тебе привалило. Радуйся. Твой сын, Нуржан, скоро придет. Дорогой, радость-то какая. Еще раз мне скажи, еще раз. Дядя мой пришел из госпиталя. Говорит, с твоим сыном вместе лежали. Нуржан твой был тяжело ранен. Ну, теперь все. Живой, здоровый. Сегодня-завтра жди сына. Твой готовь. Ну, я побежал. Еще мне надо один дом поздравить в соседнем ауле. Ну, мать, а подарок за добрую есть? Или ты не рада, а? Бери. Все, что хочешь, бери. За такую вещь ничего не жалко. Все, что в доме, все твое. Что ж тебе дать, мой сыночек? Ой, голова моя. Подожди, я сейчас. Подожди. Погоди ты куда? А подарок-то возьми. Что ты, мать? Ничего не надо. Это я так, спасибо. А как же, сынок, где твой дядя? Кто расскажет мне о сыне? Гачака спросите. Его в Маяке всякий знает. Сам он зайти не может. У него гостей полон дом. Прошу вас всех, соседи дорогие, приходите ко мне. Завтра у меня той. О сыне весть получила. Еду в Мелех поблагодарить доброго человека. Всех приходите, всех приглашаю. Сын мой едет. Спасибо, спасибо. Эй, пошел, пошел. Ну все, теперь всех видится. Помогите мне зайти. Ну давай. Бежи скорее. Ну быстрее, быстрее. Да. Мостик есть. Скорее. Скорее, скорее, нам еще той готовить. Ах ты, беда-то
Радуйся, Акче, Нурджан живой, здоровый, и родители ее зовите скорей. Бежим скорее. А вы не врете? Что врем? Если не веришь, идем с нами в аул. Сегодня у Заманы Дже будет той. Она весь аул позвала. А ты говоришь, врем. Дядюшка Дурды, тетушка Морал, Замана Дже вас зовет, приходите. Спасибо. Спасибо, родной. Вот вам за добрую весть. На. Ступай, Акча. Готовься. Вот и верь после этого слуха. А я и не верил. Куда казан ставить? Сюда поставь. А, Дожила до светлого дня, чувствовала материнское сердце, что сын живой. А что? Чего только не бывает на свете. Да в том же Мереке солдат живой пришел, а жена его о нем черную бумагу зимой получила. Салам алейкум. Валейкум ассалам. Валейкум ассалам. Проходи, садись. Рады тебе. Хорошо, что пришел. Садись. Хороший тутар сделал. Ой, хороший. Осторожно, осторожно, Райчан, она совсем больная. Видел кто-нибудь этого проходимца в шлеме? Да нет у нас никакого гачака, никогда не было. Вранье все это. Вот сюда, сюда, Заманджи. Вот тут ваше место. все равно это той в честь живого. Успокой материнское сердце своей музыкой. Сыграй нам хэштег Бахши. Если не можешь рассказать о моем Нурджане, сыграй хэштег Джан.
Вот и утешил ты меня, Хэштег-Джан. Отлегло у меня от сердца, значит, вернулся. Покровитель песен Баба Гамбар не может обмануть мое сердце. Жив мой Нурджан. Спасибо вам, дети. Спасибо вам за все. Спасибо тебе, Хэштег-Джан. И простите меня, люди. Простите. Мне